Эфир телеканала продолжаем выпуском новостей. В студии Василий Раченко. Смотрите сейчас. Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» может поступить в оборот уже через 3 недели. Несколько тысяч ребятишек в Ленске отправятся в летние лагеря. Они пользуются популярностью. На первый сезон мест уже нет. Чемпионат России по масс-рестлингу перенесли на осень. В связи с этим на чемпионат мира отправится сборная 2020 года, куда входят 5 якутян. Начнем выпуск с гидрологической обстановки. Итак, на реке Лени нижняя кромка ледохода наблюдается в Кобяйском районе. На участке Якутск-Ангаласа ледоход редкий. Ниже по течению от Намцев до Сангар густой. На участке Якутск-Ангаласы наблюдается спад уровня воды. На реке Алдан у населенного пункта Батамай Кобяйского района вода прибыла на 16 сантиметров, до критической отметки более 1,5 метра. На реке Амгеу временного гидропоста в Чимнае Татинского района рост уровня воды прекратился и без изменений за последние 8 часов. Сейчас там вода на отметке в 12 метров, при критическом уровне 11,5. Отмечается, что в населенном пункте имеется берегоукрепительное сооружение с отметкой более 12,5 метров. На реке Яне на участке Верхоянск-Усть-Куйга наблюдается ледоход различной интенсивности. Ниже по течению на участке Казачье-Усть-Янск вода на льду. На реке Колыме нижняя кромка у Среднеколымска ледоход редкий. В результате затора ниже райцентра максимальный уровень превышен на 11 сантиметров. Однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через 3 недели. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. О регистрации «Спутника Лайт», разработанного медцентром имени Гамалеи, стало известно 6 мая. Как сообщили в Минздраве, по результатам доклинических и клинических исследований указанный препарат имеет благоприятный профиль безопасности. А у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Новая вакцина может быть использована для быстрого формирования иммунитета. С сегодняшнего дня в Якутии начнут работу мобильные камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД. Их установили в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время в регионе эксплуатируется 152 комплекса автоматической фиксации, которые фиксируют превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, проезда на запрещающий сигнал светофора. Сейчас ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД. После трагедии в Казани все школы страны проверили на безопасность. Популярное мнение среди граждан, что подобные меры принимают только после чрезвычайных происшествий. Мол, гром не грянет, мужик не перекрестится. Так ли это или охрана детей всегда стояла на первом месте? Наш корреспондент Ульяна Шагина побывала в одной из столичных школ. Подобные проверки прошли и по всем столичным школам. Школа номер 23 относится к 3-й категории опасности. С прошлого года категории присвоили всем образовательным учреждениям страны в зависимости от количества обучающихся. Чем больше детей, тем выше риски. Соответственно, и требований больше. Причем в каждой категории они отдельные. У нас все это есть. Это первое. Это целостность периметрального ограждения школы. Второе – наличие освещения территории, наличие частного охранного предприятия, наличие возможности передачи тревожного сигнала в Росгвардию, то есть тревожная кнопка, и охранная сигнализация видеонаблюдения. После трагедии в Казани требования еще более усилились. Вот последний документ, изданный Управлением образования. Никаких нововведений в нем нет, но главная задача – усилить требования по безопасности детей и педагогов. В первую очередь проверяются нанятые сотрудники охранных предприятий. Якутские школы проверили в течение 2 дней. Как оказалось, в вопросе безопасности детей без нарушений не бывает. Правда, нас заверили, что они не критичные. Такие нарушения, в основном требующие больших финансовых затрат, это у нас модернизация системы видеонаблюдения, потом ремонт или замена периметрального ограждения. Ну, здесь силу дорогостоящих, да, сами работы, материалы. Сегодня все школы столицы обеспечены спецохраной. В среднем в год на заключение договора с частным охранным предприятием на одну школу выделяется порядка 500 000 рублей. Задача чоповцев – обеспечить круглосуточный охранный пост. Мы следим за безопасностью детей. Как бы детей мы пропускаем, а вот взрослых не пропускаем родителей. Только если без надобности учителя. Учитель предоставляет нам список родителей, которые должны подойти и пройти.
В школе номер 23 сигнализация смонтирована по всему периметру первого этажа, причем срабатывает она на размыкании и на разбив стекла. Охранники каждые 2 часа обходят и дворовую территорию. В дошкольных учреждениях ситуация хуже. В детских садах, значит, охрана осуществляется силами своих сторожей-вахтеров. Работа по изысканию финансовых средств на финансирование, значит, физической охраны ведется. Новые требования на днях утверждены и на уровне федерального центра. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах страны. Они коснутся и детских лагерей отдыха. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Со следующего года ЕГЭ начнут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто хочет поступать в вузы. Уверенность в этом высказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он заявил, с наибольшей вероятностью можно сказать, что добровольная сдача рассчитана только на этот год. А на следующий надо будет сдавать обязательно и русский язык, и математику базового либо профильного уровней для того, чтобы получить аттестат. Дети Ленского района без дела летом не останутся. В июне начинают работать лагеря дневного пребывания, трудовые площадки и база отдыха «Алмаз». Организаторы планируют охватить более 4000 ребят. В некоторых учреждениях на первый сезон мест уже нет. Марина Крутихина продолжит тему. Эти ворота закрылись в августе 2019 года. С тех пор в лагере «Алмаз» не было ни одного ребенка. В прошлом году из-за пандемии он не работал. Сейчас «Алмаз» готовят к открытию. За время вынужденного простоя ведомственный лагерь стал муниципальной собственностью. Теперь он относится к Центру дополнительного образования СРГ. У лагеря «Алмаз» многолетняя история. Мы перенимаем традиции и положительный опыт. Начался подбор квалифицированных специалистов на летний период. Заключен договор с Новосибирским педагогическим университетом. И этим летом, как и раньше, в «Алмазе» будет работать педотряд «Стрекоза». Мы подготовили для детей интересную программу, развлекательные спортивные мероприятия. Будут работать кружки, мультипликационная студия, вокальная, английский язык и хореография. Перерыв в работе на состояние лагеря не сказался. Идет незначительный косметический ремонт и убирается территория. Детей здесь ждут 15 июня. Стоимость путевки 54 900 рублей. Как и раньше, для разных категорий отдыхающих предусмотрены льготы. Отдохнуть дети смогут и в черте города. Начался набор детей в лагерь дневного пребывания. На первый сезон мест уже нет. Всю деятельность педагогическую ведут высококвалифицированные специалисты, которые кадровый подбор осуществляется с начала 2021 года. Составлены программы, то есть мы готовы, мы ждем. Кто не успел записаться, записывайтесь. А на станцию юных натуралистов дети придут не отдыхать. Здесь в начале июня откроется трудовой сезон. Ребята будут озеленять территорию. Трудовой день ограничен – 4 часа. Также посадка и уход за кормовыми культурами, которые будут выращиваться для наших животных. И еще, конечно же, участие во всех экологических акциях, которые у нас в городе Ленске и республиканских. Сотрудники надеются, отдых состоится и рассчитывают на улучшение эпидемиологической ситуации. Марина Крутихина, Анастасия Белокрыницкая, телеканал «Алмазный край». Чемпионат России по масс-рестлингу перенесли в связи со сложной эпидобстановкой. Соревнования должны были состояться в конце мая. Новые даты проведения – 9-13 сентября. В связи с этим на первом этапе Кубка мира по масс-рестлингу в Узбекистане сборную России представят чемпионы 2020 года. В состав основной российской сборной вошли якутяне Станислав Иванов, Павел Черноградский, Дмитрий и Евгений Поповы в весовых категориях 80, 90, 105 и свыше 125 килограммов. В женском составе выступит лидер якутской сборной Екатерина Белолюбская в весовой категории 65 килограммов. Соперниками российских масс-рестлеров на помосте станут спортсмены из Киргизии, Венгрии, Пакистана, Узбекистана и Украины. В конце мая в городе Ульяновске должен был состояться чемпионат России, на котором должен был по итогам сформирован составы сборных команд России. В состав сборной команды России по масс-рейсингу вошли спортсмены из разных регионов. Будет Сахалинская область, будет Якутия, Калужская область, Тверская область, Московская область. То есть как бы Россия будет хорошо представлена. Будет 2 состава.
Якутские коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, которые планировали верхом добраться до городов Европы, теперь отправляются в конное путешествие до Москвы. 15 тысяч километров. Испытания не только для человека, но и экстремальные условия для якутских лошадей. На проводах путешественников побывала Надежда Саханская. В местности Усть-Хатын состоялись торжественные проводы в дальний путь. Якутские коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, которые планировали верхом добраться из Аймикона до городов Европы, теперь отправляются в конное путешествие до Москвы. Идея такого необыкновенного странствия появилась однажды во время обычных посиделок. Разговаривали в избушке, когда сено косили. Он рассказал о мечте своей. Он сказал, что хочет на кругосветное путешествие на лошадях. Ну, от этого разговора так поговорили, подумали, все взвесили и решили поехать. Потомственные коневоды загорелись идеей такого необычного похода еще давно. Но только сейчас им удается выполнить свой план в реальности. Этот путь они посвятят столетию якутской автономии. Согласно расчетам, сделанным вместе с Русским географическим обществом, путь займет около 2 лет. Однако путники рассчитывают приехать в столицу к лету 2022 года. За время путешествия, которое стартовало 1 марта, они уже успели проехать несколько районов и провести пару месяцев в Якутске. Такая продолжительная стоянка обусловлена подготовкой к дальней дороге. Сейчас подковались, да и ковид внес свои коррективы, вакцинировались. Вы сами знаете процедуру. Это долгая процедура, из-за этого задержались. Стоит отметить, что выбор породы лошади для приключения не случайный. Якутская лошадь неприхотлива, способна позаботиться о себе сама и выдерживает резкие перепады температур. Одна из целей такого путешествия – показать всему миру выносливых якутских лошадей. Словом и делом коневодов-экстремалов поддерживают жители Аймиконского района. Они принимают участие в подготовке к продолжительному походу и очень переживают за своих земляков. Наш район, конечно, 1 марта вот этого года организовали большое тоже проводы. Это было в марте месяц, 1 марта, да. И там участвовали тоже Усалданский улус, делегация Усалданского улуса и Аймиконский улус. И они, конечно, и без народа Аймикония, там, которые, кто смог, да, приехали проводить наши ребят, и свои тоже пожелания, алгыс вот передавали. Если этот проект будет исполнен, тогда для нашего, это имеет большое значение для нашего народа Саха и народа, проживающих в нашей Якутии. Сами путешественники признались, что уже и нет мысли о том, чтобы бросить все на полпути и вернуться назад. Наоборот, после преодоления первой 1000 километров они загорелись своей идеей еще сильнее. Жителям Якутии же остается следить за обновлениями в путешествии конных экстремалов. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. На этом пока все. Хорошего вам дня.